Здравствуйте, на «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». В студии Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о религиозном деятеле, известном представителе башкирского народа Зайнулле Расулеве. Скажите, Салават, вот почему вы предложили обсудить вот этого человека в нашей программе? Зайнулла Расулев такая знаковая фигура в жизни мусульман. Основная часть жизни его прошла в 19 веке, захватил он и 20 век. Но я считаю, что вот до сих пор мы живем под знаком вот его фигуры. Настолько было огромное его влияние, причем не только Башкортостан, башкирские земли, но и значительная часть вот регионов России, в частности вот Татарстан, в какой-то степени Дагестан. Недаром же недавно открыли мечеть в Махачкале в Дагестане имени Зайнуллы Расулева. Его знают прекрасно во всех вот этих регионах. Его вот это новометодное медресе Расулья воспитало огромное количество вот этой мусульманской интеллигенции, которая в начале 20 века была той силой, на основе которой вот происходило национально-культурное строительство вот многих народов, в том числе Дагестан. Но если говорить с религиозной точки зрения, он был суфийский шейх, вот это понятие мюршида, наставника и мюрида, его послушника, вот этот цепь передачи духовной преемственности очень много значит. И вот сейчас вот многие религиозные авторитеты в том же Дагестане, они как раз вот по цепочке вот этой духовной преемственности являются, в общем-то, потомками, духовными потомками Зайнуллы Расулева. Получается, что он каким-то образом религиозные вопросы систематизировал или направил в нужное русло, скажем, да, или в то русло, в котором мы сейчас находимся? Рассматривать его деятельность, вот, его личность, наверное, в двух таких измерениях, двух ипостасях. Во-первых, чисто такого суфийского шейха и как просветителя все-таки. В значительной степени он был просветитель. Зайнулла Расулев родился в 1833 году в ауле Шарипово, это деревня Шарипово, нынешнего Учелинского района. Происходил из башкирского племени Кувакан, но внутри племени Кувакан было еще подразделение Кунград. Вот этот род Кунград, он некогда был самостоятельным башкирским родом, значительным, и даже была Кунградская волость, вот в 18 веке мы встречаем. Но вот после вот этого подавления башкирского восстания 35-40 годов, эта волость, она исчезает, были большие людские потери, плюс вот земли были конфискованы под заводы, в частности, Саткинский завод, вот город Сатка. Вот сохранился вот отличное ШЖР Зайнуллы Расулева, оно опубликовано в Татарстане. Его племянник Муса, он был ахуном, он жил в одной из деревень Учелинского района, потом каким-то образом вот это ШЖР, какой-то выходец этой деревни жил или учился в Казани и перевез это ШЖР, и оно было там опубликовано. И сохранились, конечно, и другие списки этого ШЖР. Так или иначе, вот мы видим, что род его был знатным, что ли, там вот мы видим в начале его родословной, его ШЖР, вот Ятаби, вот такие имена. Расулевы были потомственными священнослужителями. Итак, вот вы говорите, почему, значит, ШЖР было опубликовано его в Казани. Дело в том, что один из внуков Зайнуллы Расулева, Атила Расих, по-моему, он стал известным татарским писателем. Видимо, с этим связано, что вот это ШЖР там было опубликовано. И вот, кстати, пошло вот такое неверное представление, что вот он, как пишут, татарский религиозный деятель. Это, конечно, не так. Сам основатель фамилии Расуль, он был приходским муллой. Потом отец Зайнуллы Расулева Хабибулла тоже был известен как имам, основал даже какой-то медресе там в одном из аулов. Мать Зайнуллы Расулева, Малиха Юнузакова, была родственницей знаменитого в башкирских краях Азна Чуры Ишана. Ишан — это персидский аналог арабского слова шейх. Обозначались как раз вот эти суфийские старцы, суфийские муршиды. Зайнулла Расулев учился в родных краях, в разных медресе, потом хотел учиться в Бухаре, отправился в Бухару, но почему-то тогда вот на контакты с Бухарой российских мусульман, Бухара как бы считалась, как и сейчас, ближним зарубежьем, и вот опасались влияния Бухары и, в общем-то, старались прерывать вот эти контакты между мусульманами внутренней России и Бухарой, а Бухара всегда была вот центром такой мусульманской учености, и вот он не смог попасть в Бухару, но, может быть, даже это сыграло в его жизни положительную роль, то, что пришлось ему искать какие-то другие пути, потому что бухарская школа в то время, она уже находилась в таком глубоком упадке, все обучение сводилось к заучиванию определенного количества религиозных книг, сидели вот люди там и по 10 лет все вот это штудировали, заучивали, и обучение там приводило к остенению мозга, человек уже выходил каким-то... То есть думать не учили, заставляли Думать не зубрить. учили, и выпускники отличались направленностью на формальное
исполнения обряда, да, потому что, допустим, в талмудизме там же сказано, неважно, веришь ты, не веришь, но вот если ты 700 заповедей выполнил, ты, значит, чистый иудей, и ты уже при всем желании не сможешь согрешить. Вот такая внешняя сторона: согрешил, не согрешил. То есть, а внутренний мир человека, его представления, по большому счету, там никого не интересовали. Ну и в этой ситуации он что было делать? А у него была вот внутренняя потребность вот к поиску. Ислам, что такое ислам? Понимает по-разному. В нем, по крайней мере, вот две тенденции. Одно направление, так называемый духовный ислам, то есть понять как бы суть ислама, потому что за любой религиозной догмой ведь кроется скрытый смысл. Или эзотерический ислам, который называют суфизмом, да? И вот ислам, чисто вот ислам закона, такой буквалистский, юридический ислам, вот потом оформился в форме салафизма, после салафизма в ваххабизме. То есть это уже ислам, который больше был приурочен государственным образованием? Нет, не государственное образование, никак нет. Наоборот, такой нормативный ислам, он является опасностью для государства. Альтернативой государству даже своего рода. Да и альтернативы, и он опасен. Когда обращается внимание чисто на внешнюю сторону, скажем, какая-то норма государства не соотносится с религиозной нормой, сторонники буквалистского ислама что начинают делать? Они начинают сопротивляться этому государству. Вот. Духовный ислам, он смотрит на государство, на все вот эти догмы, да, просто как вот на какие-то установления внешние, да, которые, конечно, важны, но которые не являются субстанциональными. В этом плане эзотерический и суфийский ислам, он как раз направлен на внутреннюю суть человека, на его совершенствование и вот процесс богопознания. То есть он призван дать человеку понимание вообще, как мир состоит, то есть на такие большие философские вопросы. Как раз вот духовный кризис, который испытал Зайнулла Расулев в молодости, заставил его пойти по пути тариката суфийского, пути богопознания. Тарикат переводится с арабского путь, мистический путь богопознания. Тарикаты оформляются в виде суфийских орденов, да, или братств. Вот как раз на территории Южного Урала у нас было в то время самым влиятельным орденом, это орден Накшбандии, братство Накшбандии. И вот он поехал в деревню Чардаклы, это нынешняя деревня Айбатова, Аргаяшского района Челябинской области, где жил в то время самый знаменитый суфийский шейх Абдул-Хаким Курбангалиев. Родоначальник фамилии Курбангалиевых, семья Курбангалиевых, известна уже по событиям гражданской войны. И вот он стал его мюридом, учился у него, и вот со временем достиг выдающихся результатов, и Абдул-Хаким рукоположил его и дал тоже ему иджаза, называется в суфизме иджаза, разрешение уже на ведение собственной проповеди, на то, чтобы он мог сам иметь и собирать своих учеников. Вот орден Накшбандии прошел большую эволюцию. Вообще суфизм, если вот мы в раннем суфизме видели таких авторитетов, как Мухьяддин ибн Араби, которого очень тонкая философия, которого многие обвиняли даже в пантеизме, да, потому что не понимали. Его до сих пор мало кто понимает. Но потом вот произошла уже в 17 веке. Основатель ордена был шейх Бахаддин Накшбанд, который жил в 14 веке. И вот переворот в суфизме произошел, когда был шейх Ахмад Серхинди, он жил в Индии. Тот шейх, который выступил против религиозной реформы великого могола Шаха Акбара, который пытался в Индии создать синкретическую религию, смешав воедино ислам, христианство, там, индуизм, там, буддизм и все, что на свете. И вот он выступил, Ахмад Серхинди, движение духовное протеста вот с него пошло и, в общем-то, возродил правоверие, но мало того, он привел суфизм к тому стандарту, который мы видели уже потом впоследствии. Потому что всегда есть две крайности, я же как говорил, да, вот эзотерический ислам и экзотерический, то есть ислам духа и ислам закона, юридический ислам. И когда вот чаша весов склоняется к одной из этих двух крайностей, происходит перекос. Если, значит, в сторону законников, то религия умирает. Религия умирает и превращается просто в бессмысленной обрядовости. Если в обратную сторону, то иногда искажаются там нормы шариата. И вот Ахмад Серхинди, он как раз вот создал вот некий такой баланс. По этому канону уже дальше все суфийские тарикаты развивались. И вот уже Накшбандия, вот этот орден, если вот мы посмотрим силу, цепочку духовной преемственности, то вот шейх Курбангалиев, соответственно, и Зайнулла Расулев в этой цепочке имеет в качестве своего духовного предка как раз вот этого Ахмада Серхинди. Здесь, наверное, хотелось бы разобраться еще вот в чем. Ислам делит еще на шиитов и суннитов. Да. В данном случае вот эти две ветки, эзотерический и экзотерический ислам, они обе относятся к суннитам? Это чисто суннитский ислам, потому что шиитский ислам — это нечто другое. Это вот уже, так скажем, то разделение, которое произошло очень давно. Вот. Ну, в принципе, это происходило примерно все в один момент, но там это был изначально политический вопрос, кто должен был стать во главе уммы, да? Вот шииты считали, что во главе мусульман должны
стоять только, значит, Потомки. представители семьи пророка. Сунниты пошли по другому пути. Халифы управляют, даже и не важно, что они не являются потомками. Но это вопрос чисто политически произошло, разделение. А потом уже стало возникать уже и догматические различия. Это вот, если две части народа поместить в разных уголках земли, то они превратятся в разные народы и будут отличаться. Так же и здесь произошло. Но это отдельно большой вопрос, который пока вот не стоит поднимать. Дело в том, что тот суфизм, который бытовал среди мусульман Урала-Поволжья, вот, и представителем которого был его вот непосредственный муршид Абдул-Хаким Курбангалеев, он уже все-таки, находясь вдали, так скажем, от центров исламской мысли, он уже превратился в такой, знаете, архаизировался, что ли. Оброс массой каких-то вот элементов. Даже дело не в обрядовой стороне, а дело в том, что, находясь вдали от современной исламской мысли, а ведь там уже что происходило? Там огромные в 19 веке, 18 веке изменения происходили в исламском мире. Дело в том, что исламский мир, столкнувшись с Западом, да, с экспансией, с западным империализмом, полностью осознал свое техническое отставание и так далее. И вот мусульмане уже в то время вовсю задавались вопросом, почему это происходит, задумались, не является ли причиной нашего отставания, что вот мы постоянно делаем упор на религиозном знании, пренебрегая светскими знаниями и так далее, в ущерб. И все вот это происходило на Ближнем Востоке. А наш ислам и суфийский ислам, эти вопросы себе не задавал. Просто, значит, отстал. Как раз вот свое отставание Зайнулла Расулев, он очень чувствовал хорошо, очень болезненно все это воспринимал, и ему хотелось во что бы это ни стало приобщиться, найти, кроме вот этого своего первого мюршида, от которого он получил рукоположение и джаза, и он хотел найти еще другого учителя. С этой целью он отправился в хадж, попросился в хадж, но на самом деле он поехал не в хадж, официальный предлог, ну, конечно, в хадж, но вторым желанием было найти другого учителя, другого мюршида, прогрессивного именно вот в европейском понимании слова, который дал бы ему представление, как встраиваться мусульманам в этот социально-экономический прогресс, который происходил в Европе. Потому что наши местные имамы говорят, ничего не надо, все там то, что они изобретают, это нас не касается. Вот мы мусульмане, мы должны здесь вот замкнуться в себе, такой, в общем-то, изоляционистский подход. Приехав в Стамбул... Планировал найти не в Мекке кого-то, а как раз-таки в Стамбуле. Да, конечно, в Стамбуле, но вот это Османская империя, тогда передовая мусульманская держава всего мира, а Стамбул это что? Это город, где есть все, сплетение всяких культур, и европейцы там, и греки, и армяне, и кого только нет. Это один вопрос. И второй, Османская империя, она ведь на протяжении, начиная с 18 века, с эпохи Танзимата, когда был взят курс на реформы и так далее, Османская империя, она сознательно пыталась модернизироваться, но так, чтобы самим не стать Западом, модернизируясь, сохранить как бы свою мусульманскую суть. И поэтому это было для многих примером. И вот он приехал в Стамбул и нашел там шейха Зияуддина Гюмеш-Ханеви. В то время был самый главный суфийский шейх всей Османской империи. Стал у него получать уроки. 40 дней, значит, они провели в хальвате. Хальват — это когда учитель и ученик закрываются там, вот они раньше это было в пещеру, куда-нибудь залезут, и происходит передача, мистическая передача духовных знаний. После этого шейх Гюмеш-Ханеви, увидев экстраординарные способности, потенциал Зайнулла Расулева, также его рукоположил и тоже дал ему джаза, то есть право на ведение собственной проповеднической деятельности. И вот после этого уже он поехал только в Мекку, сходил в хадж и приехал обратно. И когда он приехал обратно на родину, Зайнулла Расулев, тут, собственно, его никто не узнал. Уезжал один человек, а приехал совершенно другой. Кстати, когда вот он был в хадже, находился как раз сюда, в хадж, приехал в Мекку имам Шамиль, как раз, который уже в то время был арестован, стал почетным пленником царя, как раз вот в один год. Они там не встретились, может быть, и не знали даже, естественно, не знали друг друга. Но сам факт интересен, что вот эти бесконечные вереницы паломников шли. Вот Зайнулла Расулев, молодой, который только начинал свою деятельность, и вот имам Шамиль, лидер горцев, духовный лидер также, не только военный, который уже, так скажем, примирился с царским правительством и тоже уже шел как рядовой паломник. И что интересно, ведь один проповедовал всю жизнь джихад меча, но потом пришел к джихаду сердца, а второй изначально, значит, был проповедником джихада сердца, да? Джихад делится на 3 части, то есть джихад меча, грубо война, джихад слова и джихад сердца. То есть джихад слова ты должен проповедовать, джихад сердца ты, значит, должен сам совершенствоваться и так далее. Вот Зайнулла Расулев был сторонником джихада слова и джихада сердца. Совершенствоваться самому, совершенствовать других посредством слова. И вот он приехал из Стамбула, собирает вокруг себя кружок своих сторонников, начинает говорить очень интересные вещи, потому что он был хорошо образованный человек, читал всю современную мусульманскую литературу из Турции,
Турции, привез, скорее всего, много книг. И оренбургский губернатор Крыжиновский пишет: «До сведений моего дошло, что с некоторого времени начали появляться в Башкирии мюриды, которые переходят из деревни в деревню в сопровождении башкир, следующих за ними целыми массами, играют роль ишанов и чтутся простыми башкирами за святых, зная, что ишанство довольно развито между башкирским населением и нередко проявляется в нем без каких-либо враждебных последствий, я тем не менее считаю необходимым иметь сведения о существующих ныне в Башкирии ишанах». Шейх такой Зайнул Расулев, или его называли еще Зайнулла Хабибулин, ну, потому что он был Хабибулович, но тогда путалось в общем-то фамилия и имя. Что самое интересное, чем он вызвал неудовольствие местных имамов и своего первого учителя, шейха Курбангалиева, он начал вводить те духовные практики, которые были там развиты. Вот громкий зикр, да, чего, значит, не было до этого, то есть так называемый хадру. То есть зикр, он в накшбандийском тарикате, он тихий, зикр хафи так называемый. Непосредственный перевод с арабского, зикр – это упоминание. А здесь имеется в виду, оно в светском смысле это слово употребляется, а в духовном, в религиозном смысле упоминание только как упоминание Бога. Многократное повторение Бога, там ля иляха илля-Аллах, ля иляха илля-Аллах. Вот это уже зикр, да? То есть и мусульмане даже во время своей молитвы, они, по сути дела, произносят зикр, да, там во многих местах. То есть до этого произносили, получается, про себя? Так? Про себя нет, и он и сейчас произносился, но в практике суфийских тарикатов Ближнего Востока и Турции, кроме вот этого тихого зикра, еще был громкий зикр, так называемый хадра. А у нас просто этого не было, или там было позабыто, или как, но это затерялось. Вот был только тихий зикр. А хадра, кроме тихого зикра, который тоже, значит, делается, как правило, собираются после пятничной молитвы мусульмане, и начинается, вот, наверное, вы видели, чеченцы по кругу бегают. Вот это и есть зикр хадра. Но у каждого тариката свой. Допустим, чеченский, это кадирийский тарикат, у них вот так ля иляха илля-Аллах, и вот по кругу бегают, хором поют, руководит этим обрядом, какие-то слова произносят, останавливаются, что-то прочитываются, потом в обратном круге побежали. Это вот так у чеченцев. У них кадирийский тарикат. В накшбандийском тарикате тоже была хадра, но она немножко была по-другому. Тоже в круг становились и вот с громкими песнопениями совершали ритмические движения. И когда он начал вот эту хадру проводить, здесь, значит, это все как-то было воспринято как некая дикость, да, и до сих пор у нас это там смотрят сторонники вот этого нормативного ислама, да, юридического, буквалисты, и говорят, вот это какой-то там воспринимает, ну не было, или даже как кощунство. А что в этом кощунстве? То есть люди собрались и просто поют, славят Бога. Славят боги. Вон в Америке госпелы поют, собираются в церкви и поют религиозные там эти гимны во славу, значит, Иисуса Христа. Но это то же самое. В этом никакого противоречия ни религии, ни Корану, ничего нету. То есть это всего лишь практика. Вот эти громкие зикры он начал проводить, потом начал тазбих, ношение четок. Это же тоже зикр. Там же, знаете, да, 99 вот этих костяшек, 33 раза говоришь там субханаллах, субханаллах, потом альхамдулля, альхамдулля, потом Аллаху, Аллаху, Аллаху Акбар. По 30 раз и проходишь. Вот это же есть тазбих, это тоже зикр. Вот эти ношения четок, празднование Мавлида, день рождения пророка. Он и до этого праздновался, да, но после Зайнулла Расулева он уже вошел в практику современных мусульман, он и до сих пор празднуется. То, что вот сейчас мы видим, это как раз вот наследие Зайнулла Расулева. Четкие, празднование Мавлида. Но вот этот громкий зикр хадра, он как-то не закрепился. Почему? Потому что потом начали на него писать всякие доносы, начали его вызывать на различные вот эти судебные заседания. Муфтий, значит, Салимгарий Тевкелев вызвал на религиозный суд, выслушал его, проэкзаменовал, в принципе, сказал, что ничего там у него нет противозаконного, то, что угрожает государственным устоям и что-либо противоречащее исламу, ничего нету. Отпустили. Но, тем не менее, число вот этих доносов росло. Один мулла Мухаммедьяров Вайсюлев писал: число приверженцев Хабибулина, то есть Расулю, растет не по дням, а по часам, ибо знает разные новшества, представлений, коим народ легко верит, не понимая ничего. Он, как слышно, обладает какой-то сверхъестественной силой, чарует всякого к нему приходящего. Как, например, человек без умиления не может смотреть на него. Тоже и в том случае, если явится к нему в страшной злобе против него. Вообще я должен сказать, что Хабибулин человек ученый. Не мудрено, впрочем, что Хабибулин прочую всякую мусульманскую науку истину духовную прошел. Даже его злопыхатели признавали, что он человек ученый, что он обладает некой
сверхъестественной силы. Ну, конечно, никакой сверхъестественной силы. Знаниями. А просто у него была харизма. Он же был шейх. Он был... Считается ведь, что шейхи не как пророки, но вот что-то похожее. Откровение к ним приходит. Они могут видеть там вещи и сны и прочее, прочее. Это же не противоречит нашим представлениям и вообще исламу. Мы продолжим говорить о шейхе Зайнулле Расулеве в следующей нашей программе. Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» в Уфе была программа «История башкирских родов». И в студии были Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР, и Руслан Валиев. Спасибо вам большое, Салават. Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами, и до новых встреч. До новых встреч.